В Чувашском книжном издательстве вышла монография «Чуваши в русской литературе и публицистике XIX века», написанная доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка и литературы Чувашского госуниверситета имени Ильи Николаевича Ульянова Сарбаш Людмилой Николаевной. Русская литература и публицистика XIX века активно обращается к изображению жизни и национального сознания русского народа. Но именно в этот период в литературно-художественной мысли идет активный процесс освоения национальной самобытности других народов, нерусских народов, культура и быт которых составляют духовное пространство России. В литературной классической панораме Поволжья отчетливо выделяется чуваши. Картина жизни чувашского народа предстает в достаточно широком плане. В произведениях, литературно-критических, публицистических статьях, эпистолярном наследии русских писателей Пушкина, Герцена, Даля, Аксакова, Максимова, Лескова, Мельникова, Печерского, Толстого, Гарина, Михайловского, Нефёдова, Телешова, Салтыкова-Щедрина, Короленко и многих-многих других русских писателей появляется чуваши, уклад жизни чувашского народа. Русские писатели проявляют этнографический интерес к обычаям, обрядам чувашей. Возникает и глубинный этнологический уровень постижения духовно-нравственных черт народа, его мировосприятия. В работе несколько проблемных разделов, один из которых – изображение быта и нравов чувашей в русской литературе, что анализируется на материале творчества русских писателей и в жанре путевых заметок, в так называемом «Волжском травелоге», который, изображая Среднюю Волгу, неизменно обращается к чувашам. В разделе втором русские писатели и публицисты XIX века о религиозных верованиях и обрядах чувашей исследуются чувашские эпизоды в произведениях Лескова, Гарина, Михайловского, Мельникова, Печерского, передающие религиозно-мифологические верования чувашей. Исследуются высказывания Толстого о чувашах, верования и обычаи чувашского народа в произведениях Даля, Короленко, Телешова. В произведении Телешова «Сухая беда» главный герой чуваш Максимка, и в связи с этим в произведение входит национальный этнографический пласт жизни. В третьем разделе исследуется социальная этнография в русской литературе и публицистике XIX века. Чуваши в сатирико-гротесковых формах Салтыкова-Щедрина, изображение крестьянской жизни в связи с актуальными проблемами времени в творчестве Нефёдова. В русской литературе возникает таким образом широкого плана межкультурный диалог. Заявленная тема чуваши в русской литературе и публицистике XIX века позволяет не только выявить ментальные черты чувашского бытия, множественность российских культур цивилизаций, но и увидеть новую смысловую и поэтическую содержательность самой русской литературы и публицистики XIX века.